Обыски, увольнения и нежелание возвращаться в Украину. Последние несколько месяцев команду Михаила Саакашвили сотрясают скандалы. Ближайший и самый громкий – обыски в обладминистрации. Сотрудников СБУ заинтересовала деятельность благотворительного фонда «На благо Одессы». Его председатель – экс-консул Грузии в Украине Теймураз Нишнианидзе. Силовики утверждают, чиновник уходил от уплаты налогов, но Саакашвили считает инцидент политическим и направленным против него. В январе я избавился от охраны СБУ, потому что им поручили прямо, и один из них, один и двое из них об этом мне напрямую рассказали. Собирать на меня информацию, следить. По словам соратников Саакашвили, в последнее время против его и команды реформаторов ведется кампания, дискредитирующая их достижения. Есть коммерческие интересы, то, что эти государственные структуры контролируются определенными людьми, олигархами, используются в целях своего обогащения. И поэтому любая попытка восстановить державный институт и сделать так, чтобы это заработало правильно и честно, она вызывает организованное, спланированное, подкрепленное большими ресурсами сопротивление. Мария Гайдар сама оказалась в эпицентре скандала. В Одесском регионе она занимается социальными вопросами. Активисты обвинили Гайдар в некомпетентности и бездействии. Деятельность Марии Егоровны вместо светлого будущего, которое обещалось жителям Одесского региона, приводит уже к вымиранию жителям Одесского региона. Она является преступной. Представители организации «Автомайдан» некоторое время пикетировали администрацию. Они требовали отставки Гайдар. После этих акций чиновник ушла с должности заместителя губернатора. Но утверждает, с протестами активистов это решение не связано. Она осталась в команде Саакашвили и считает, что сможет реализовать себя на другом поприще. Не было большого желания стать таким чиновником администрации. Я поэтому пошла в депутаты. Мне интересно областной совет, мне интересна политика. Мне в Украине очень хочется заниматься политикой, мне очень хочется заниматься общими такими ценностными проектами, глобальными проектами. А вот другой заместитель Саакашвили, Александр Боровик, покинул Украину. Возвращаться пока не намерен. Ему сообщили о готовящемся уголовном производстве. По информации Боровика, при прилете его собираются задержать. Поэтому он предпочел остаться в Германии. Я не верю в украинское правосудие, я не верю в чистоту рук украинских прокуроров, СБУшников и, в общем-то, правящей элиты. Поэтому хотя мне нечего абсолютно скрывать, я не стал бы полагаться на законность. Боровик баллотировался на пост мэра Одессы, но проиграл. Сегодня продолжать политическую деятельность в Украине не видит смысла. По его мнению, украинское общество еще не может принять серьезных преобразований. Политическая элита как-то приручила реформаторов, сделала их, в общем-то, карманными реформаторами, которые управляемые, если они выходят из-под контроля, то на них оказывается давление, либо давление с помощью прокуратуры, как экстремально. В мае бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе анонсировал создание новой партии. Предположительно, в нее войдут соратники Михаила Саакашвили. Возглавит ее сам экс-президент Грузии. Политологи сходятся во мнении. Новая сила сможет конкурировать с действующими политическими партиями страны, если команда реформаторов сможет дальше работать в Украине. Всеволод Ананьев, в настоящее время, Одесса.